Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Якутске полицейские поймали мужчину, который украл кошелек прямо с прилавка магазина. Потерпевшая женщина указала, что в кошельке помимо карт находились 6 тысяч рублей. Сотрудники полиции выяснили, что женщина, выбирая товар в продуктовом магазине, оставила кошелек на прилавке. Другой покупатель незаметно положил его в карман и сразу ушел. Подозреваемым оказался безработный, ранее судимый 38-летний мужчина. Похищенный кошелек изъяли, но деньги он успел потратить. Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Полицейские в Якутске нашли несколько без вести пропавших, среди них и подростки. Так, около суток родители не знали о местонахождении 15-летней девочки, которая, как впоследствии оказалось, гуляла со своим другом. Также взволновал своих родителей 17-летний юноша, который в течение дня не выходил на связь. Все закончилось благополучно. Выяснилось, что школьник просто задержался на улице с одноклассниками и забыл предупредить об этом родителей. Взрослые граждане также дают поводы для тревоги своим близким. Один из них – 31-летний местный житель, который не вернулся вечером домой. Его сестра забеспокоилась и обратилась в полицию. На следующий день выяснилось, что накануне он переборщил с алкоголем. Это чаще всего и становится причиной. Так в полицию обратился персонал дома престарелых с заявлением о пропаже постояльца. Через день сотрудники полиции установили местонахождение 64-летнего пенсионера, который также злоупотребил алкоголем. По той же причине считался без вести пропавшим 56-летний местный житель. В полицию обратилась его сожительница. Вскоре он сам вернулся домой. Суд признал незаконным оплату страхования строительных рисков подрядчика за счет бюджета. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Была проведена проверка исполнения бюджетного законодательства и закона о контрактной системе управления автомобильных дорог Якутии. Проверка установила, что заказчик на стадии заключения государственного контракта нарушил федеральное законодательство и изменил условия объявленного аукциона, включив затраты подрядчика на оплату страхового полиса, что является незаконным, так как не относится к объекту закупки или предмету заключенного контракта. В городе Ульяновске охранник школы подозревается в сексуальном насилии над 10-летним. В отношении 54-летнего жителя Ульяновска, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, возбудили уголовное дело. По версии следствия, мужчина привел с территории школы к себе в квартиру 10-летнюю ученицу и совершил в отношении нее насильственные действия. Устанавливаются дополнительные эпизоды его преступлений. Дверь откройте, гражданка. Следственный комитет. Постановление на обыск. Все, пошел. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич проиграл апелляцию на приговор трибунала по бывшей Югославии. Вместо 40 лет заключения суд в Гааге назначил ему пожизненный тюремный срок. Караджич признан виновным в геноциде, совершенном во время войны в Боснии в конце прошлого века. Подробности в репортаже наших коллег рассказывает Сергей Берец. Суд ООН в Гааге приговорил бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению. Его апелляция на полученный ранее 40-летний срок, определенный трибуналом для бывшей Югославии, отклонена. О принятом тогда решении напомнил председатель судебной коллегии Ваг Йоэнсен. 24 марта 2016 года процессуальная палата Международного уголовного трибунала для бывшей Югославии осудила Караджича за геноцид, преступление против человечности, нарушение законов или обычаев ведения войны в связи с его ролью в 4 криминальных предприятиях. 73-летний Караджич был признан виновным в массовом убийстве в 1995 году более 8 тысяч мужчин и мальчиков-мусульман в Сребренице, совершенном войсками боснийских сербов. Международное правосудие возложило на него вину за этнические чистки хорватов и мусульман, а также преступления против жителей Сараева в ходе осады города. Караджич указал в апелляции, что обвинительное заключение против него было основано на слухах, а изгнание мусульман и хорватов назвал мифом. По словам судьи Ваг Йоэнсена, 40-летний срок не соответствует тяжести содеянного Караджичем. Адекватным наказанием станет пожизненное заключение. Этот приговор не подлежит обжалованию. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.